В эфире новости, в студии Фатиме Сейдометова. Прямо сейчас о последних событиях на полуострове. Гордость Крыма. Сегодня в Симферополе отметили 98-й день рождения Амитхана Султана. А вот на родине известного летчика установили памятный бюст. Аэропорт имени Амитхана Султана. Крымско-татарские общественники выступили с инициативой внести имя легендарного летчика в список великих имен России для названия воздушной гавани. Крым в современном международном контексте. Какие вопросы обсудили на международном форуме и как это коснулось крымских татар? Отрезанные от цивилизации, жители Петровской Балки каждый день сталкиваются с одними и теми же проблемами. Здесь вообще ничего не было. Здесь столько людей живет. Никому дела нет, понимаете? Враги его называли черным дьяволом, друзья любили за веселый нрав и надежное плечо. Руководство уважало за беспримерный героизм, отвагу и высочайший профессионализм. Сегодня отметили 90 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, выдающегося летчика Амитхана Султана. Торжественное мероприятие прошло в Симферополе на площади, названной в честь прославленного аса. Подробности в сюжете Мухаммеда Зикирьяева. 98 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза отмечают сегодня не только в Крыму, но и во всей России. Сегодняшний день важен не только для крымских татар, но и для всех других национальностей. Холод и пронизывающий ветер не оставил желающих поклониться герою. На площади имени Амитхана Султана в Симферополе собрались несколько сотен человек. Вспомнить, поклониться и почтить память героя пришли горожане, студенты и представители власти. Переписывают историю, к сожалению, делают фальшивых героев, делают какие-то моменты, извращают исторические события. А это не дает, был человек, а кто он был? Вот Герой Советского Союза дважды. Ежегодно отмечать день рождения легендарного пилота для жителей полуострова стало уже традицией. Для Бие Ильясовой сегодняшний день особо важный, так как с Амитханом Султаном она была знакома лично, а приходить на площадь с фотографией героя для нее гордость. Я вот сегодня пришла сюда на митинг и, конечно, очень бы хотела, чтобы имя Амитхана Султана было дано Крымскому аэропорту. Амитхана Султана по праву можно называть выдающейся личностью 20 века. Всего за время войны он совершил 603 боевых вылета, провел 152 воздушных боя, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов противника. Я пришел на сегодняшнее мероприятие с целью, чтобы почтить память героя Советского Союза Амитхана Султана. Для меня важен этот день. Я почитаю память такого великого героя, который сделал многое для нас. Фашистские пилоты узнавали Амитхана Султана по полету и даже называли черным дьяволом. Так боялись они крымского аса. После войны герой испытывал новые летательные космические аппараты. Погиб легендарный летчик 1 февраля 1971 года в небе вместе с экипажем во время испытания двигателя на летающей лаборатории. Мухаммед Зикирьяев и Виталий Голубев, телеканал Миллет. А на родине прославленного летчика в Алупке, на территории школы, в которой учился Амитхан Султан, сегодня открыли памятный бюст герою. Наш корреспондент Айша Шулакова побывала на торжественном мероприятии. Вот он, исторический момент. Теперь бюст дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана будет украшать двор Алупкинской школы номер 1. Место выбрано не случайно. Именно в этом учебном заведении учился легендарный летчик. После воссоединения Крыма с Россией школа наконец-то стала носить имя героя. И орлу покорилось небо, сыну Крыма и Дагестана. Помнят все, кто где был и не был. Про полет Амитхана Султана! Сотни школьников, представители власти, общественники, ветераны Великой Отечественной войны, представители командования воинских частей. Все они собрались, чтобы почтить память великого сына Крымской земли. Он является действительно примером для подрастающего поколения. Совсем немного ему было, 51 год, но он улетел и не вернулся. До конца выполнил свой гражданский и воинский долг.
честь и хвала этому человеку. Он должен жить в веках. Именем Амедхана Султана сегодня названы улицы и площади во многих городах постсоветского пространства. В его честь названы аэропорт и даже одна планета. А на стене парижского аэровокзала на памятной доске высечены слова «Летчик от Бога». Его по праву можно назвать выдающейся личностью 20 века. Увековечивание памяти, деятель культуры и искусства, героями Великой Отечественной войны – это сегодня нужное и знаковое событие. Хотелось бы, чтобы имя аэропорта Симферополя, международного аэропорта Симферополя, получило все-таки имя Амедхана Султана, так как он дважды герой, он крымчанин, он человек, которого знает весь мир. Бюст Амедхану Султану установили благодаря общественному движению «Герои России» при поддержке общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Крыму. Имя школы Амедхан Султан, бюст Амедхана Султана – это на психологическом уровне детям будет давать патриотический сил и окрыленности. Имя Амедхана Султана является связующим звеном межнационального согласия жителей Крыма, а его героические подвиги вошли в историю огромной страны. Только можно сказать спасибо. И как сказал в свое время Сутумер Эмин, наш великий поэт, не погибнет сын народа, покуда жив его народ. А народ Амедхана – это все жители Крыма. 152 воздушных шара по количеству проведенных летчиком воздушных боев запустили ввысь. Сейчас они как символ мирного неба над нашей страной. Небо, которое защищал великий сын крымско-татарского народа, дважды герой Советского Союза Амедхан Султан. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет, Алупка. Аэропорт Симферополь вошел в число 45 авиагаваней международного и федерального значения, которым присвоят имена выдающихся людей. Новые названия станут дополнительными и не заменят уже существующие. Список предложенных кандидатов обсудили представители крымско-татарских учреждений, СМИ и общественных организаций. Подробности далее в сюжете. Аэропорту Симферополя присвоит великое имя. Первичный список имен претендентов уже определили на заседании Совета Общественной палаты Крыма. Это 10 выдающихся деятелей нашей страны, которые внесли вклад в историческое и культурное наследие региона. Среди них и крымско-татарский просветитель, издатель Исмаил Гаспринский. Но учитывая приоритетный критерий выдвижения имен участвующих в конкурсе, историческую связь личности с рассматриваемой территорией, участники совещания обсуждали важность включения имени Амедхана Султана в дополнение существующего перечня. Наш народ долгие годы считал, что аэропорт Симферополь нужно назвать в честь Амедхан Султана. Мы хотим предложить кандидатуру нашего героя, чтобы его внесли в список кандидатов. Конкурс проводят в рамках проекта «Великие имена России». Согласно условиям, имя аэропорта не должно повторяться в каком-либо другом регионе России. Имя Амедхана Султана исключено из списка претендентов по причине того, что его именем назван аэропорт в городе Махачкала. На совещании крымско-татарские общественники вместе подготовили письмо обращения на имя председателя Общественной палаты Республики Крым. О включении в список имен претендентов имя выдающегося летчика Амедхана Султана. Единственный уроженец Крыма, дважды герой Советского Союза, участвовавший в освобождении своей малой родины. Сегодня легендарная личность, одинаково почитаемая среди всего многонационального сообщества Республики Крым и всей России. Кандидатуру Амедхан Султана поддержат не только крымские татары, но и другие жители Крыма. Он достойная кандидатура, потому что он летчик, испытатель, дважды герой Советского Союза. Так почему же мы не можем внести его имя в список? По правилам конкурса любой гражданин вправе предложить свой вариант. Но рассматривать его станут только в том случае, если он наберет в поддержку не менее 500 голосов. В социальных сетях и на сайте «Великие имена РФ» уже идет голосование за Амедхана Султана. Кроме того, участники совещания считают, было бы символичным, если бы аэропорт был назван именем выдающегося летчика. И мы сегодня приняли решение, что мы будем выходить с инициативой в Общественную палату Крыма с рядом общественных организаций. Будем выходить с инициативами крымчанам, чтобы они все-таки включали имя Амедхана Султана в список и голосовали за него. И я думаю, что он наберет необходимое количество голосов, чтобы попасть в тот список, за который вся Россия потом будет голосовать.
Амедхан Султан – военный летчик аса. В общей сложности за время войны он совершил 603 боевых вылета и сбил 49 вражеских самолетов. Был одним из лучших испытателей страны, выполняющий сложнейшие полеты. Героя представили к 3-й золотой звезде. Вот если только образно представить и задуматься, сколько десятков тысяч жизней спас Амедхан, то это окажется каждому жителю Крыма, кто давно живет в Крыму, кого-то его предок или кто-то мог быть спасен. Самое главное, что Амедхан Султан в корне своем глубочайший интернационалист. Именно он явится тем единицей той, которая объединит все население Крыма в единое целое. Потому что я уверен, за него будут голосовать и не только крымские татары, но и большинство жителей Крыма. Потому что именно для них он жил, для них он испытывал свои самолеты. Второй этап конкурса продлится до 28 октября. Призываем всех крымчан принять активное участие. Переходите на сайт «Великие имена РФ» и авторизуйтесь посредством социальных сетей и голосуйте. Айша Шулакова, София Шукурова, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». Построить город-сад предлагают студенты КФУ. В Академии строительства и архитектуры прошла выставка студенческих проектов «Модели живого города». Основная идея экспозиции – преобразование городского пространства и формирование новых парков и скверов. Участники конкурса предложили озеленить города Крыма, сделать их более комфортными и подчеркнуть их национальный колорит. Среди представленных работ есть план реконструкции площади Амедхана Султана в Симферополе. Его разработала заведующая кафедрой градостроительства Академии Зарима Нагаева. Она предложила установить на площади памятную стелу с барельефом героического летчика. Стела, которая показывает его путь в небо, потому что он всю жизнь мечтал летать и очень много, в общем-то, сделал для того, чтобы воевать во время Великой Отечественной войны против фашистов. В Ливадийском дворце стартовал форум «Крым в современном международном контексте». Гости из разных стран собрались обсудить важнейшие внеполитические вопросы, связанные с положением Крыма на международной арене. Подробнее расскажет Асан Абибулаев. Политики и общественные деятели из более чем 20 стран приехали в Ялту, чтобы принять участие в международной конференции. Среди главных вопросов форума – крымский вопрос в международной политике, нарушение прав крымчан и пути преодоления этих явлений, а также роль общественности в нормализации международной обстановки. Это очень важная конференция, и так как я участник уже теперь 4-й конференции в Крыму, я вижу теперь уровень нашей работы. Если первые конференции тоже были очень важные, где мы знакомились друг с другом, где мы узнавали информацию, то видно сегодня, если мы смотрим на программу, насколько важные, конкретные темы мы поднимаем, о которых мы говорим. Это глобальные темы, не только Крыма, это интернациональные темы. Но и также, конечно, мы говорим о том, что означает санкции против народа Крыма. Полуостров продолжает быть на повестке дня в международных отношениях, и важно обсуждать и решать вопросы соблюдения прав крымчан на международном уровне. Такое мнение выразил член Международного совета российских соотечественников Александр Молохов. Мы будем продолжать работу по наступлению на юридическом фронте. Мы будем подавать иски, которые будут оспаривать все крымские санкции в целом. Будем бороться с водной, транспортной, информационной, энергетической блокадой. Кроме того, я предполагаю, что много довольно иностранных гостей, которые приехали сегодня, они также дадут свои предложения в связи с тем, что все-таки вопрос о международном признании того, что произошло в 2014 году, он также не снят. Здесь собираются небезразличные люди, знающие историю. Они имеют большой политический стаж, используют свой жизненный опыт в поиске путей установления мира. Участники конференции постараются найти ответ на вопрос о том, какие опасности несет война на Украине и что можно сделать для нормализации отношений между двумя странами. Такого рода конференции, я думаю, очень важны для этого. Для того, чтобы понять свою силу, которая имеет глубокие исторические корни, свое право наших народов на самостоятельное принятие решений по обустройству Евразии и Черноморского региона. Чем больше мы будем вырабатывать такие общие позиции, которые отражены в рекомендациях данной конференции, тем больше будет шансов нам на мирное развитие в будущем.
Конференция продолжится до 27 октября. Итогом работы форума в Ливадии станет резолюция о способах укрепления положения полуострова на мировой политической сцене. Асан Абиблаев, Магомед Нестуров, телеканал Милет. Без дорог, света и детских площадок жители Петровской Балки лишены элементарных благ цивилизации. Как живут в этом районе люди? Каким должен быть план действий для принятия мер? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Наджия Исаева. Здесь вообще ничего не было. Здесь столько людей живет. Никому дела нет, понимаете? Я же говорю, центр города, мы в центре нет. живем. Это настоящий крик души жителей Петровской Балки. Люди устали от неустроенной жизни. Первый поворот с улицы Тарабукина и прощайте асфальт, люки, фонари и прочие признаки цивилизации. У нас во дворе, как в 18 веке, у всех выгребные ямы. Дождей в этом микрорайоне ждут с опаской. Зимой и осенью люди оказываются в заложниках у луж и грязи. Потоки воды просто затапливают улицу. Дорога превращается в русло реки. Если здесь течет море, сегодня, к счастью, наверное, что нету дождя, то здесь просто идет такая река, горная, бурная река. Нет, здесь на танке ездить невозможно. Река течет, это не река, это Миссисипи называется. Прежде чем проехать по опасному участку, автовладельцы вдоль и поперек изучают разбитую дорогу, а после применяют все свое мастерство и изворотливость. Если наши автовладельцы, которые живут здесь на Балке, будут принимать участие в автокроссе, то призовые места им гарантированы. По этой улице средь белого дня идти тяжело, не говоря уже о темном времени суток. Ведь на этой улице как не было годами освещения, так его и нет. А это тоже не менее важная проблема. Жители недоумевают, почему до их многострадального микрорайона никому нет дела. И сожалеют, что у них нет грамотного активиста, который мог бы правильно составлять бумаги. Даже не знаем, кому пойти, что делать и куда эти подписи носить. В администрации Симферополя отметили, что проблемы Петровской Балки им известны. Они неоднократно озвучивались на различного рода совещаниях, но для их решения нужны письменные обращения, которые почему-то не поступают. С учетом тех пожеланий жителей на сегодняшний день мы бы рекомендовали в любом случае обратиться к депутатам городского совета, которые представляют интересы данного общества, данного массива, получается, создать территориальное общество совладельцев данного массива и обратиться с соответствующим обращением в администрацию города для того, чтобы данные вопросы звучали на повестке дня. Петровская Балка – это музей под открытым небом. В каждом доме, в каждой подворотне памятник истории или архитектуры. Поэтому жители надеются, что вскоре сюда будут ходить не с фонариками, а с путеводителями. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Популяризация крымско-татарской литературы. В этом направлении активно работает библиотека Исмаила Гаспринского. В Черноморском районе прошел 4-й финальный библиотечный форум. На мероприятии собрались мэтры крымско-татарской литературы. Подробнее в следующем сюжете. Сой Крымның реңке қою, чағанасыз эжел тойы, өзіне башташ олып, қатып қалған баба койы. Жам керамет парчалары, қатқан көзяш тамшылары, соқыр құю, эке дерек, ве первасыз яқын эрек. Писать на крымско-татарском. Любимое хобби, которое остается неизменным на протяжении 40 лет. Любовь к своему народу, языку, родине. С первых строк. Шукри Апазов, крымско-татарский писатель. Это имя знают немногие, а вот его произведения пользуются популярностью. В 76-77 годы впервые напечатали мое произведение. После этого регулярно в газете «Ленин Байрағы» публиковались мои стихотворения. Сегодня делиться творчеством нелегко. Возраст, да и здоровье уже не то, скромно признается писатель. Всего у Шукри Апазова более 100 напечатанных стихотворений, и в каждом его душа. Свои чувства к земле, предков, к родному языку, в целом ко всему народу я выражал в своих произведениях, так начал писать.
Сегодня встретить Шукриапазова на публике – большая редкость. Библиотека имени Гаспринского предоставила такую возможность ученикам Черноморского. Дети могли лично послушать мэтров крымско-татарской литературы, с чьим творчеством были знакомы только по учебникам. Мы даже показали району, насколько уникальный человек, писатель, поэт, живет с большой буквы, живет у них в районе. Показываем, популяризируем нашу историю. В первую очередь историю, нашу культуру, нашу литературу. Все как бы дополняем. И вот этим десантом, которым мы выезжаем, то есть охватываем все. Послушать стихотворения крымско-татарских писателей, ознакомиться с родной литературой теперь можно и в отдаленных уголках полуострова. Библиотека имени Гаспринского планирует сделать форум ежегодным. Лилия Виджата, Иван Евдокимов, телеканал Миллет. 25 ноября состоится всекрымский чемпионат по национальной борьбе «Куреш». Главное спортивное событие республики уже стало ежегодным. Возрождая крымские традиции довоенного периода, организаторы формируют новые. С этого года он будет назван именем олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Принять участие могут все желающие, но с одним условием. У спортсмена должна быть крымская прописка, полученная до 1 октября 2017 года. В городах и районах Крыма с 5 по 19 ноября пройдут отборочные туры. Финал чемпионата состоится 25 ноября в спортивном зале медицинской академии. Победителей ждут 4 автомобиля, а также денежные призы. Чемпионат проводится при поддержке главы республики Сергея Аксенова и по инициативе депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. Для участия в отборочных турах обращайтесь в Управление молодежи, спорта и туризма в своих городах. Телефон для справок +7 978 732 08 39. Это были все новости на сегодня. Всего доброго.